Здравствуйте, уважаемые эксперты. Меня зовут Сергей Вадим, ученик 7 класса Нижнеписячской школы номер 2. Тема моего проекта – исследование пропорций и режущей способности якутского ножа. Руководителем является Сергеев Николай Николаевич, учитель информатики и физики, Федоров Валерий Егорович. Якутский нож – разновидность ножа, применяемый коренными жителями Якутии. Является одним из самых известных предметов культуры Якутии, так же как хомус, алмазы и прочие. На данных слайдах представлены разновидности якутских ножей. Целью данной работы является исследование и влияние геометрических и технических параметров якутского ножа на его режущую способность. Для достижения цели нами были поставлены и решены следующие задачи, которые представлены на данном слайде. Используемые материалы для резания: шнур, деревянная рейка, помидор и сыр. Контрольно-измерительные приборы, профессиональная точилка для ножей, электронные весы, штангель-циркуль и эльборовые бруски. Использовали 3 ножа: якутский нож для ошкуривания, модель номер 1, среднеохотничий якутский нож, модель номер 2, и маракнив, шведский универсальный нож, контрольный нож. Форма якутского ножа линзовидная, с другой стороны имеется прямой спуск с долом, а у маракни V-образный спуск. Для обеспечения достижения испытаний режущей способности ножей угол заточки для всех 3 образцов составляет 30 градусов. Линейные размеры. Наибольшая длина клинка у контрольного ножа, толщина обуха и ширина клинка у модели номер 2. Здесь мы резали шнур, помидор – мягкий материал и сыр – вязкий материал. Статистическое оценивание основано на том, что режущий инструмент, перемещаясь только перпендикулярно лезвию, проникает в толщу материала. При этом режущая кромка направления собственного движения уплотняет слой продукта. По достижении определенного предела уплотнения, зависящего от структуры разрезаемого тела, происходит разрешение и образование поверхности среза. Сила сопротивления резания равна прикладываемой силе, умноженная на ускорение свободного падения. Здесь это среднее арифметическое значение, а это удельное усилие резанию. Делали 3 измерения, нашли среднее арифметическое значение силы сопротивления резанию, нашли удельное усилие резанию. На таблице представлены. Удельное усилие резания наименьшее у модели номер 1, когда резали шнур. Когда мы резали помидор и сыр, наименьшее у модели номер 2. Следующее испытание ножей на строгание. Монокрив в начале реза входит без усилия, но к концу ширины спуска усилие увеличивается в 2 раза. Якутский нож номер 2 в начале реза входит без усилия. Усилие увеличивается в 1,5 раза в середине клинка. Якутский нож номер 1 режет без большого усилия. Численное моделирование напряженного состояния ножей в процессе статистического резания деревянного куба. Деревянный куб размером 15 на 15 сантиметров. R – напряжение от давления на деревянный куб. F – нагрузка от внешнего усилия. G – ускорение свободного падения. А и B – длина и ширина деревянного куба. Распределение внутренних напряжений по оси X. У якутских ножей изменяется траектория вектора и направление силы резки, а у маркрив идет ровно вниз. Вот. Распределение относительной деформации по оси X. Здесь видно, что она деформация на нож и на сам куб, конечно же. Здесь и вот здесь.
На графике видно, что модель номер 2 уменьшается и увеличивается, и опять уменьшается напряжение. Это напряжение деревянного куба по оси X, там 15 сантиметров. Модель номер 1 и модель номер 3 почти одинаковые. Напряжение деревянного куба по оси Y. Модель номер 2 сначала падает, потом увеличивается, а у модели номер 1 и модели номер 3 почти одинаковые. Расчет координат центра тяжести фигуры. Ножа номер 1 всего 5 простых фигур. Ножа номер 2 4 фигуры. Ножа номер 3 2 фигуры. Нашли расчет координат центра тяжести по оси X и Y. Данные представлены на следующих слайдах. Ложные якутского ножа обычно делаются из бычьего хвоста. Форма рукояти яйцеобразна, что позволяет контролировать рез. Можно работать даже в варежках. Разрез клинка якутского ножа. Якутский нож испокон веков был необходимым инструментом для труда. Даже не изменился его внешний вид, что говорит о том, что наши предки сделали свои ножи универсальным орудием. Они в основном использовали на охоте, рыбалке и в быту. Его еще называют третьей рукой якутянина. Смещение центра тяжести сечения ножа позволяет изменить траекторию вектора направления силы резки, что дает эффект крутящего момента и создает некоторый рычаг, который режет продукты или материалы при существенно низкой прикладываемой нагрузке. В заключение хотим отметить и сделать вывод, что столь необычная геометрия национального якутского клинка несет в себе две основные задачи – универсальность и многогранность. Упрочнение клинка в продолжительной эксплуатации при разных условиях и в удобстве в обслуживании и заточке клинка на всем протяжении службы ножа. Спасибо за внимание.